Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что было, что есть и что в жизни будет. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно. Что было? Ну, здесь какая-то каша. Здесь какая-то череда событий и обстоятельств, которые вас просто довели до какого-то плачевного состояния. Вы все разные, абсолютно разные люди, мужчины, женщины и разных возрастов, да, разных национальностей. Я вижу здесь какое-то влияние на вас. Влияние либо социума в целом, либо какого-то конкретного персонажа, ну, либо нескольких персонажей. Вас просто всегда вот как будто бы подстрекали, либо подталкивали не к тому, что вам нужно, либо не к тому, что для вас актуально, хорошо, чтобы вам помогало, да, наоборот, вот куда-то в пропасть вас все время подталкивали, сталкивали, ну, либо намеренно толкали. Ну, вы, опять же, да, все разные, у каждого по-своему отыграется. Вижу, что с вами очень как-то несправедливо поступали, несправедливо и вредоносно. Вы уж простите, да, но вот такой момент есть. А вы, в свою очередь, отвечали каким-то детским, не знаю, доверием, как верили, да, людям верили. Даже в голову не приходило, что кто-то может специально мне желать зла, да, либо кто-то специально может толкать меня в пропасть. Да нет, нет. Все такие прекрасные, все такие там, не знаю, ангелочки вокруг меня. Такого быть не может. Знаете, как будто бы за вашу доверчивость вас же и наказали. Да, конечно, вы сейчас намного умнее стали. Вы прошли эту школу, вы прошли эти испытания, вы приобрели нужный опыт и достаточно серьезные бойцовские качества, которые вам сейчас помогают в сегодняшнем дне бороться не только, кстати, за себя, но и за тех, кого вы любите. Еще в вашем прошлом я вижу какую-то крутую подставу. Знаете, как подставили кого-то. Подставили, причем очень жестко, и последствия какие-то прям тяжелые были. Очень тяжелые. Но вы это пережили. Вы это пережили, вы это приняли. Так, еще в вашем прошлом показали какую-то любовь. Любовь такую, которая прям, знаете, до слез, до умопомрачения, до жертвенности, до, знаете, забытия, да, вот такое есть. Забыть обо всем, но только вот любить. Вот такое ощущение. Любовь это очень плохо закончилась. Здесь нет хэппи-энда. Здесь какой-то хоррор выходит, к сожалению. Сильная любовь, но с такими тяжелыми болезненными последствиями для вас. Я вижу, что вы до сих пор не отпустили обиду за то, что так случилось и произошло. Обижаетесь, опять же, в большей степени все-таки на себя. Не на того, кто с вами так поступил, а именно на себя. Что вот как же я не видела, да, где же были мои глаза, да что же я за человек-то такой, да, ну зря вы это делаете, нету тут вашей вины, здесь есть только ваша любовь и есть ваша правда. Не надо на себя тут волну гнать, вы не виноваты, вы всю себя, либо всего себя отдавали этой любви. А то, что человек не принял, не понял, не оценил, поиграл, и так вот закончил все это, ну, просто не повезло. Да? Не того полюбили, не ту полюбил. Бывает, это бывает.
Это бывает. Вы, кстати, этой несчастной любовью какой-то кармический узел закрыли. Не только для себя, но и для вашего рода. Опять же, да, это как бы надо ковырять, это у нас не тема. Но знайте, что все это было не напрасно. Вот та боль, которую вы пережили, она была не напрасна. Вы облегчили свое будущее и будущее следующих поколений. В вашей жизни больше этого не будет. Вот таких разочарований, разбитого сердца, такой несчастной любви. И также это не будет в жизни ваших будущих поколений. Вы это просто закрыли раз и навсегда. Да, цена, конечно, уплачена очень высокая, но тем не менее. Это героизм. Это все пережить, это героизм. Так, еще по вашему прошлому. Я вижу, что вы очень были умным ребенком, таким смышленым, не по годам, очень развитым ребенком были. А в какой-то момент как будто бы все поменялось. И для многих это загадка, которая не имеет разгадки и не дает вам покоя. Почему так произошло? А вас просто поглазили в детстве. Поглазили в прямом смысле слова. Поглазили. Слишком многие вами восхищались. И, судя по всему, либо ваши родители, либо там бабушки, дедушки, не знаю, там тети, дяди, вот кто-то любил вами похвастаться вашими достижениями, либо вашей самостоятельностью, вашими умениями. И просто поймали этот глаз, который вовремя, как говорится, не убрали. Ну и нарушили ток энергии тем самым. Так, а еще я вижу, у кого-то очень сильный испуг в детстве был. Очень сильный испуг, который тоже не убрали, не вылили. И с этим испугом вы живете по сей день. Как проявляется? Очень просто. Вы не можете достигать тех целей, которые вы ставите. Вы не можете реализоваться там, где вы этого достойны. Вы просто как в какой-то серой массе находитесь, есть желание выбраться, но выбраться вы не можете. Это испуг. То же самое, да, нет хороших стабильных отношений. Не получается брать вершины, не получается осуществлять ваши планы, ваши идеи. Здесь рекомендация очень простая, да, найти человека, который лично над вашей головой этот испуг вам выльет. Ну, по-другому тут не получится. Либо найти психолога, который вытащит этот ваш испуг, да, с вами его проработает, и вы с ним распрощаетесь. Либо так, либо по-другому. К сожалению, самостоятельно от этого избавиться я не вижу, чтобы здесь была возможность. Слишком уж застаревший и слишком уж сильный произошел. Так, если кому-то когда-то что-то там выливали, отливали, не до конца, либо просто человек не тот был. Так иногда тоже бывает. Так, настоящее, ваше настоящее. Но здесь очень много мыслей, много идей, много направлений. Кстати, кто-то из вас еще до сих пор и не определился, чего вы хотите, к чему вы стремитесь. В принципе, ничего плохого в этом нет. Благо, выбор у вас просто огромный. Чего не хватает, так это ресурса. У кого-то не хватает банально, ну, например, средств к тому, чтобы исполнять свои мечты, а у кого-то не хватает, ну, из-за времени, здоровья, я не знаю, там поддержки, возможно, не хватает, да, какого-то ресурса не хватает. Мои хорошие, в чем причина, почему идет такая нехватка? Но опять же, тут одна нога у вас в прошлом до сих пор стоит, да, вот с этой несчастной любовью никак вы не распрощаетесь, этот испуг, либо с глаз вас не отпускают, у кого-то так, у кого-то по-другому. И плюс еще вы слишком много на себя берете, слишком много не своего. Это как будто бы живете за себя и еще там за нескольких человек. Да? По крайней мере, тащите на себе. Вы очень ответственный и обязательный человек. Это большой плюс, но в то же время это вас немножко губит. Да? Вы в первую очередь должны отвечать за себя, за свое развитие, за свои достижения, и уже во вторую очередь вы должны отвечать за других людей. Вот. Этот подход, он не присутствует в вашей жизни, к сожалению. Но все приходит с возрастом, с навыком, с желаниями. Так, а в сегодняшнем дне те, кто сейчас в отношениях, кто сейчас в паре и в браке. Мои хорошие, временные трудности, временные, да, я вижу, что они у вас, возможно, растянулись, но это все временно, вы это все преодолеете, вы никуда друг от друга не денетесь.
ваши чувства, они стабильные. Да, бывает, там тучки набегают. Ну, а у кого не бывает? Идеальных семей не существует, идеальных отношений тоже не существует. Весь этот кризисный период вы переживете, вы его просто перерастете, и будет новый виток в ваших отношениях, и все будет у вас хорошо, и все будет прекрасно. Для тех, кто без отношений, посмотрите повнимательней. В вашем окружении, по крайней мере, 2 человека вами очень заинтересованы. Будь вы мужчина, будь вы женщина, 2 персоны вами очень интересуются и не прочь с вами вступить в отношения. Вы в упор не замечаете этих людей. Такое впечатление, что вы летаете в каких-то облаках, у вас есть какой-то образ идеально подходящей пары, который вы сами там себе нарисовали, загадали, вернее, на эту пару. Ну, ребятки, идеальных людей не существует. Да? И отношения и любовь – это просто цепочка компромисса. Да? Кто-то принимает вас, кого-то принимаете вы. Сделать под себя человека, там, вылепить его, создать, я не знаю, изваять – это нереально, это невозможно. Нужно работать с тем, что есть. Посмотрите повнимательнее. Живейший интерес, огромное желание. Да, может быть, действий нет, потому что вы их не допускаете. То есть вы идете с пустыми либо холодными глазами, и понятно, что кто рискнет к вам подойти, кто рискнет вас там пригласить куда-то? Никто. К вам страшно подходить. У вас такой взгляд, вы взглядом, не знаю, прибить можете, причем там, не знаю, к стенке с одного взгляда. Вот. Поработайте, пожалуйста, над этим. Может быть, немножко нужно расслабиться, может, нужно переключиться, может быть, нужно научиться улыбаться. Попробуйте, по крайней мере, попробуйте. Кто видит свое будущее где-то в других странах, других, как говорится, на других континентах, то здесь немножечко другая история. Вы имеете право на это, вы абсолютно имеете право, вы имеете вертеть своей судьбой, как вы хотите, но чтобы, например, куда-то уехать, либо где-то найти себе кавалера, либо даму в другой стране, на другом континенте, нужно с этим, либо над этим поработать. Надо искать, нужно о себе заявлять, нужно, возможно, там, регистрироваться на разных сайтах знакомств, нужно, может быть, больше там, в социальных сетях сидеть, может быть, стоит хоть как-то там, начать изучать там, иностранные языки, может быть, просматривать какие-то программы по иммиграции. Какие-то действия нужно делать. Не просто сидеть и мечтать и говорить, вот я хочу. Хочу и все. Да? Нужно над этим работать. Так, и еще. У кого-то из вас в сегодняшнем дне есть очень конкретный соперник, либо соперница. В любви, либо по жизни, да? Вот в вашей работе, в ваших делах. Человек, который вас очень болезненно воспринимает, назовем это так. Я вижу, что вы к этому человеку более равнодушны, но вот к вам прям такая, знаете, и агрессия, и болька, и страх вас, вот это я вижу. Человек похож на загнанную крысу. Да, вот знаете, если спровоцировать крысу, загнать ее в угол, то она может просто накинуться на своего, например, оппонента, который там в 10 раз больше, чем она. Я имею в виду крыса. Здесь как-то нужно действовать по-другому. Здесь нужно не провоцировать своих врагов, а дать им возможность допустить ошибку. Ведь негативные эмоции, они всегда туманят разум. И ваш вот этот оппонент, ваш враг, он обязательно ошибется. Обязательно. И тогда уже вы будете, как говорится, добивать, да, наносить этот решающий удар, который полностью обессилит вашего врага. Сейчас не стоит конфликтовать, сейчас не стоит идти в рукопашную на вашего врага. Просто дайте возможность этому человеку ошибиться. И поверьте, все будет намного легче, намного проще. Так, еще в вашем настоящем я вижу какую-то закрытую дорогу. Что-то вам сейчас не дается. Либо в прямом смысле слова вы куда-то попасть не можете. Вам хочется, но вы не можете. Перед вами просто эта дорога закрыта, она вам недоступна. Либо у вас не хватает ресурса для того, чтобы осуществить задуманное. Да? Например, поехать куда-то. Либо переехать. Да? Что-то, может быть, приобрести. Да? Все бывает в жизни. Здесь не надо форсировать события.
здесь какое-то очень неблагоприятное время сейчас для вас. Лучше заняться именно собой, проработкой себя, работой над своим здоровьем, над своим самочувствием и, конечно же, над своей реализацией. У вас вот в сегодняшнем дне очень ярко выступает знак именно самореализации. Какие-то прям ниточки, дорожки, как это, дверки, окошечки, да, вот все к вам идет. Большой выбор будет у вас. Прям большой, очень большой, обширный, я бы даже сказала. Вы, главное, для себя поймите, чего вы хотите и как себя видите. Ну, хотя бы там лет через 5. Вот кем вы себя видите, где вы себя видите. И исходя из этого начинайте действовать. Вот. А тот путь, который сейчас закрыт, он откроется. Может быть, даже и не только он. Может быть, еще какие-то дополнительные пути откроются. У вас вообще выбор, он и сейчас есть, и будет в будущем. Поэтому зацикливаться, обижаться на судьбу, обижаться на кого-то не стоит. Не стоит. Научитесь принимать жизнь такой, как она есть. Научитесь любить себя, ценить себя, уважать себя, думать о себе, заботиться в первую очередь о себе. И поверьте, жизнь ваша начнет меняться. Причем меняться очень конкретно и в плюсовое значение переходить. Так, ваше будущее. В вашем будущем очень какая-то идеалистическая картинка, где вы восседаете на каком-то, не знаю, троне, кресле. Больше, конечно, на трон похоже. Вы очень видный и важный человек. Вы находитесь в окружении людей, которые не только вас, например, там, знают, хорошо к вам относятся, они вас еще и очень сильно уважают. Вы для этих людей авторитет. Авторитет, понимаете? Они с вами не спорят, они на вас молятся, грубо говоря, да, у кого-то и так отыграется. Очень похоже на роль главы семьи, да, такой, причем большой семьи, на роль человека, который занимается какой-то, ну, не знаю, там, активно политической, общественной деятельностью. Кто-то из вас, ну, депутатом как минимум станет, а кто-то и дальше пойдет. Также очень похоже на человека, который, ну, допустим, да, делится своими знаниями, действительно является наставником, учителем, и у него есть последователи, ученики, причем очень, ну, скажем, верные ученики. Да, вы, например, обучаете других людей. Ну, как бы работа с людьми в основном отыграется. Этот трон, это место исключительно ваше. Вся ваша жизнь, вот от начала и до момента вашего будущего, это очень сложный путь. Проб, ошибок, испытаний, переосмыслений, перезагрузок, новых каких-то начинаний. Вы все это прошли, вы набрали колоссальный опыт. Вы открыли в себе все вот потаенные ваши возможности, все ваши скиллы. Вы все это в себе откроете. В будущем вы человек самореализованный, вы человек обеспеченный, вы человек на своем месте. Ваше будущее — это картинка успешного человека, да, портрет успешного человека, на которого нужно смотреть, с которого нужно брать пример, на которого нужно равняться. И опять же, сколько бы вам лет сейчас не было, потому что знаю, что смотрят меня зрители уже достаточно во взрослом возрасте, поверьте, поменять свою жизнь никогда не поздно, тем более с такими знаками, как у вас, да, со знаками возможностей, со знаками помощи, со знаками подсказок, да. Никогда не поздно, абсолютно не поздно. Так что, мои хорошие, дерзайте, идите вперед. Здесь вам еще такая подсказка идет, что вам не стоит никого, ну не то чтобы слушать, да, не стоит жить по чужим лекалам, когда вам четко говорят, вот я точно знаю, делай так и так, да, и только так, и никак по-другому. Вот остерегайтесь этого. Всегда живите своим умом. Если вы чего-то не знаете, либо в чем-то сомневаетесь, лучше спросите сами себя. Обратитесь внутрь себя к своей интуиции. Она у вас сильная, она вас не обманет, не оставит и всегда вам четко подскажет. Не принимайте решений на ходу, в попыхах, да? Ни в коем случае этого не делайте. Пусть каждое ваше решение будет взвешенным. Да? Вот как любят люди говорить, надо переспать со своей мыслью. Вы переспали со своей мыслью на свежую голову, с утреца так сели и сами себя спросили, а что делать, либо как поступить, что выбрать. И это будет правильно.
А когда вы вот руки трясутся, глаза на выкате, и вы прям здесь и сейчас должны что-то решить, конечно, это неправильно. Здесь могут быть и ошибки, и какие-то деструктивные ситуации. Избегайте этого, суеты избегайте, скорости избегайте. Пусть у вас все будет правильно. Выберите свой режим жизни, и именно его и придержитесь. Это очень хорошо отразится на вашем здоровье, на физическом, на духовном. Да? Все будет идти своим чередом, и все будет правильно. Ошибок будет минимум. Так, и еще для девушек предсказания. Девушки, женщины, я в будущем вас вижу очень счастливой, которая опирается на спину мужчины. В вашей жизни либо есть уже мужчина, либо появится мужчина, на которого будет целиком и полностью опираться. Это ваша опора в жизни, достойный человек. Но вы должны быть очень внимательной к этому мужчине в плане его именно физического здоровья. Мужчина сильный, мужчина смелый, но мужчина, который, знаете, такой терпеливый, да? У него будет болеть, он будет улыбаться, ходить, терпеть и вам об этом не говорить. Мужчина, который способен, ну, грубо говоря, запустить себя, запустить какую-то болячку в своем организме, то есть довести до какой-то крайности. Девочки, поэтому нужно будет за ним ухаживать, следить за ним. Если видите какие-то изменения в его поведении, там, в аппетите, во внешнем виде, вот просто под мышку и к врачу побежала. Да, чтобы он долго оставался в хорошей физической форме, чтобы он вас радовал, а вы, соответственно, радовали его. Берегите своих мужчин, следите за их здоровьем. Мужчина очень хороший, мне нравится. Так, и еще один очень важный момент из вашего будущего, это какое-то чудо произойдет в вашей жизни. Вот именно чудо. То, что мы привыкли считать, либо называть чудом. Это какая-то очень яркая, теплая и прекрасная ситуация. Не могу сказать, с чем связано, но для вас это будет большой-большой радостью повстречать это чудо, либо испытать это чудо. Да, на ваших, может быть, глазах воплотится это чудо. Это с вами точно будет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.